Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Прокуратура всегда на страже законности и порядка. В этой связи прокурорскому надзору также подлежит оспаривание сделок, противоречащих основам правопорядка и нравственности. Оспаривание противозаконных сделок – тема разговора сегодня. Гость студии Вадим Никонов, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Республики Саха-Якутия. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот каким образом органы прокуратуры реагируют на противозаконные сделки? Одним из важных направлений прокурорской деятельности является выявление и пресечение незаконных сделок. Мы такие сделки выявляем в рамках защиты публичных интересов, направляем в суд исковые заявления в рамках имеющихся процессуальных полномочий у прокурора. В целом перед прокурорами поставлена задача по защите и реальному восстановлению нарушенных прав. Для этого на постоянной основе проводятся соответствующие проверки, изучается состояние законности на территории республики, также проводится постоянный мониторинг осуществленных закупок на предмет их законности. В основном оспаривание незаконных сделок отнесено к подсудности арбитражного суда республики, и в этой части полномочия прокурора регламентированы статьей 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Ну вот каковы наиболее действенные механизмы восстановления нарушенного права? Наиболее действенный механизм восстановления нарушенного права, на мой взгляд, как я полагаю, это направление прокурором иска в суд. К примеру, иск о признании сделки недействительной и применении последствий ничтожной сделки. В рамках исковой работы органами прокуратуры уделяется внимание вопросам законности размещения государственных заказов для государственных и муниципальных нужд, вопросам законности использования государственного муниципального имущества, реализации этого же государственного имущества на торгах, как оно реализуется, законно или незаконно. Изучаем состояние законности в сфере земельного, бюджетного законодательства, в том числе в рамках реализации национальных проектов. К примеру, прокуратурой республики в суде оспаривались незаконные соглашения об изменении сроков и цены заключенных муниципальных государственных контрактов, оспаривались сделки, которые заключены с единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур, сделки по реализации государственного имущества без торгов, предъявлялись иски о признании договоров аренды государственного имущества и истребования этого государственного имущества из чужого незаконного владения в собственность государства обратно, поскольку была проведена проверка и установлено, что недвижимость, которая находится в собственности государства, была передана по договору аренды без согласия собственника в лице Росимущества. То есть Росимущество даже не знал, что его недвижимость, она где-то находится в договоре аренды у третьих лиц. Поэтому, конечно, эта сделка была признана незаконной, и государственное имущество возвращено обратно в собственность. А могут ли граждане сами обратиться в прокуратуру, если считают, например, что имеются признаки противоправной сделки, что-то совершается не совсем по закону, может, мягко говоря? Да, безусловно, граждане могут обратиться к нам в органы прокуратуры, если считают, что заключением сделки нарушены их права. Всем обращениям будет дана соответствующая правовая оценка, по всем доводам будет проведена
необходимая проверка. Срок такой проверки составляет 30 дней с момента поступления к нам в прокуратуру обращения. И в случае, если нарушения действительно подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ну, к примеру, к нам вот в прокуратуру республики уже поступало обращение граждан. Гражданин указывал о незаконности сделки по использованию и отчуждению муниципального земельного участка в нарушении установленных законом правил, процедур. Доводы обращения не подтвердились. Было установлено, что имущество в виде земельного участка муниципального было незаконно передано в собственность организации. Поэтому было направлено в суд исковое заявление, которое удовлетворено в полном объеме. А какие есть вообще типичные нарушения, да, которые выявляют прокуроры, именно касаемо сделок? Практика органов прокуратуры республика, она свидетельствует о том, что нарушения различны. Они различны в своей правовой природе, в правовых правоотношениях. Они различаются. Выявляются нарушения в сфере расходования бюджетных средств на осуществление поставки для государственных, муниципальных нужд, как я уже сказал ранее. Наиболее типичными нарушениями, как я полагаю, здесь являются нарушения закона при распоряжении земельными участками, при использовании этих земельных участков. К примеру, по иску прокуратуры республики был возвращен в государственную собственность земельный участок, который незаконно был приобретен должностным лицом с использованием своего служебного положения, служебных полномочий по заниженной стоимости. Его действия нарушали положение федерального закона о противодействии коррупции и о защите конкуренции, поскольку он не мог был быть участником этого аукциона, поскольку являлся должностным лицом. Наш этот иск был удовлетворен в полном объеме. Земельный участок он был возвращен обратно в собственность государства. Также мы через меры судебного понуждения возвращали обратно в муниципальную собственность земельные участки, которые были предоставлены в аренду индивидуальным предпринимателям без проведения соответствующих аукционов. Исковые требования также были удовлетворены. А вообще является ли признаком, да, незаконности ограничения конкуренции во время, да, проведения сделки? Ну и вообще как часто по таким вопросам, может быть, люди обращаются? Сам по себе принцип ограничения, недопустимости ограничения конкуренции при проведении закупок для заключения сделок, он является основным принципом. При его несоблюдении сделка не может быть признана законной. Контрактная система в сфере закупок, она направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. То есть любое заинтересованное лицо, оно может участвовать в конкурсе, в аукционе и может стать подрядчиком или поставщиком услуг, работ для государственных или муниципальных нужд. Особое внимание мы уделяем соблюдению вот этого принципа допустимости вот этого ограничения, поскольку, как я уже сказал, вот это вот ограничение конкуренции, оно недопустимо. Вот, например, есть случаи, когда мы обратились с иском в суд, поскольку заказчик, который заранее знал о необходимости заключения сделки и, что главное, имел возможность заблаговременно объявить конкурс на проведение этой закупки, этого не сделал и заключил прямую сделку с заранее установленным известным поставщиком, единственным поставщиком. Такая сделка, она была признана судом недействительно по нашим мерам прокурорского реагирования и применены последствия ее ничтожности. То есть обратно в сторону все вернули полученное по сделке. Удовлетворялись также еще иски
вот как я отметил ранее, о признании незаконными соглашений о изменении сроков и цены контрактов, которые уже были заключены и исполняются. То есть в рамках исполнения заключаются произвольные соглашения об изменении цены или срока. Такое изменение недопустимо в произвольном порядке, поскольку оно ограничивает конкуренцию. И вот эти условия, цена и сроки, являются существенными условиями сделки, и произвольно их менять нельзя, поскольку если бы цена сделки была бы больше, например, срок исполнения сделки бы тоже был бы побольше, то, возможно, потенциальный круг участников этой закупки, которая была проведена, он был бы тоже, соответственно, больше. А каким последствиям вообще могут привести, да, вот такие незаконные сделки? И вообще какие санкции могут применяться? То есть здесь штрафами ограничиваться, просто признание сделки незаконной, или могут быть какие-то санкции более серьезные? В соответствии с гражданским законодательством, сделка, при совершении которой нарушен явно выраженный запрет, такая сделка является ничтожной, и она посягает на публичные интересы. Недействительная ничтожная сделка, она не влечет за собой никаких юридических последствий, и она незаконна с момента ее заключения. Вот как ее последствия, не просто ее признают недействительно ничтожной, есть у нее определенные последствия. То есть, когда суд признает сделку недействительной, он возвращает стороны в исходное положение, так называемая реституция. То есть стороны обязаны вернуть все друг другу, полученное по сделке. Прокуратуре республики направлены были исковые заявления в суд о признании соглашений недействительными и о применении последствий ничтожности сделки. Соглашения были о предоставлении субсидий из государственного бюджета на общую сумму 140 миллионов рублей. Почему суд удовлетворил? Потому что та организация, которая получала эту субсидию из госбюджета, она не соответствовала критериям организации, которая могла бы получить эту субсидию. Кроме того, эта организация имела крупную налоговую задолженность, о чем она скрыла в своем заявлении. Все это было установлено в рамках проведенной прокурорской проверки, направлено исковое заявление в суд, и суд удовлетворил исковые требования наши в полном объеме. Наше время подходит к концу. Вадим Владимирович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы, раскрыли некоторую информацию, да, которую мы не знали, теперь уже понимаем некоторые вещи. Большое спасибо, желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.